Ассаляму алейкум всему народу Казахстана. Хочу обратиться к вам, а также к главе государства Касым-Жомарту Кемеловичу, попросить вас не поддаваться на провокации и рассматривать дело Джумагеддиева Армана объективно, ссылаясь не только на сторону обвинения, но и сторону защиты тоже. Я являюсь общественным защитником Армана, также его женой и матерью ребенка. Хотелось бы внести хоть и маленькую, но лепту в это дело, сказать, что Арман приехал в Казахстан только по причине рождения нашей дочери. И в эти январские события, когда все это только начиналось, мы с дочерью были в больнице на осмотре у врача-педиатра. Вот. Арман позвонил, сказал, что там какие-то митинги идут, вроде пока ничего серьезного, но попросил ехать домой. Вот. Затем, когда мы приехали уже домой, он сказал, что что-то серьезное там происходит, народа все больше и больше скапливается, он за нас переживает. Он находился тогда как раз-таки в отеле и сказал, чтобы мы никуда не выходили. Какой же смысл человеку, если он был бы организатором всех этих беспорядков, да? Какой смысл ему это делать, если его жена и ребенок находятся в самой гуще событий, в самом центре, вот, и получается под удар в первую очередь попадали мы, вот, это первый момент. Второй момент. Арман в этой ситуации был лишь только третьей стороной, который пытался мирным образом урегулировать вопросы между народом и властью. Также это доказывает тот факт, что когда народ остался без еды, без пропитания, так как интернета не было, Каспи не работал, он раздавал продукты тысячам семей. То есть любой гражданин мог зайти, там неважно, мужчина, женщина, зайти мог в гостиницу «Казахстан» и забрать пакет с продуктами. У любого преступления ведь должен быть мотив какой-то, правильно? Зачем моему мужу кормить людей, в то же время, там, если верить обвинительной стороне, там, вылавливать мирных жителей, там, что-то с ними делать, субханаллах. То есть абсолютно никакой логики в этом я не вижу, и надеюсь, вы тоже не увидите, потому что ролики, где он зовет людей в эту гостиницу, дабы забрать продукты, они есть в интернете, и там видно, что люди приходят, забирают прямо во время съемки. Вот. Мой муж всегда ратовал за благополучие своей страны. Он человек, который постоянно переживает за свой народ. И давайте не будем забывать о том, что во время пандемии он раздавал огромное количество аппаратов ИВЛ, а также лекарств. Практически 75 тонн было роздано им. Также на ежемесячной основе он помогает огромному количеству человек. Если не ошибаюсь, то около 300 или 400 семей находится на его обеспечении. Это только верхушка айсберга. То есть в исламе не принято, да, открыто показывать все свои благие деяния. Поэтому он оставляет лишь часть только для того, чтобы это служило хорошим примером для молодежи, учитывая, что в интернете на него подписано очень много человек. Вот. Поэтому прошу отнестись к этому делу серьезно, учитывать все факторы. У ребят Армана были белые повязки на руках, они помогали людям. То есть даже если какие-то действия были предприняты ими, да, то я уверена, что они бы никогда не тронули мирных граждан. И если кого-то даже и поймали, то только преступников, которые там поджигали машины, там насиловали там людей, грабили что-то, да, то есть он же открыто заявлял о том, что в толпе были такие зачинщики, вот, и что люди были в состоянии там наркотических воздействий, в состоянии алкогольного опьянения, вот, поэтому учитывайте, прошу вас, все эти факторы. И дай Бог, надеюсь, мой муж в скором времени будет освобожден, с него снимут все эти абсолютно необъективные, некорректные обвинения, и он вернется к семье. Ассаляму алейкум всем еще раз. Девочки, я подтверждаю тот факт, что это я была на видео, там мой голос, то есть мои глаза. Просто запись была сделана вечером, возможно, качество там не то, еще что-то, но я не крашусь, об этом все знают. Я хожу без макияжа на улице, крашусь я только для мужа. Вот, поэтому имейте в виду, что все это не фейк, это все я. Алхамдулилля.